Продолжает наш эфир выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. Начало зимника. В Якутии открыто более 1500 километров зимних автомобильных дорог. В воскресенье Россия отметит День матери. Скульптуру «Кормящая мать с ребенком» открыли в Якутске. Танец живота как способ познать традиции Востока. В Ленске восточным танцам обучают совершенно бесплатно. В Якутии открыто более 1500 километров зимних автомобильных дорог регионального значения. Отметим, что участки зимников работают с различными ограничениями по общей массе транспорта. В третьей декаде декабря ожидается открытие автодорог Арктика и Яна на всем их протяжении. Вместе с тем продолжают готовить ледовые дороги. Так, в первых числах декабря планируют открыть ледовую переправу для транспорта до 4 тонн через реку Вилюй у сел Верхневилюйск, Кюндядя, Устье и Крестях. Открытие переправы Хатасы-Павловск через Лену грузоподъемностью до 3 тонн запланировано на 10 декабря. На сегодняшний день по мониторингу наблюдается намораживание льда, толщина со стороны города Якутска 20 сантиметров, со стороны Нижнего Бестяха 15 сантиметров. При допустимой толщине льда для безопасной переправы 30 сантиметров. Также на съездах и на въездах на лед на сегодняшний день установлены запрещающие знаки, шлагбаумы. В будущем при открытии будут установлены пункты весового контроля, шлагбаумы, знаки по проезду по переправе. На строительство важнейшего для Якутии газопровода Кызылсыр выделят 2 миллиарда 800 миллионов рублей. Госдума одобрила предложение республики. Документ отправят на рассмотрение в Совет Федерации. Завершение строительства участка третьей нитки протяженностью 84 километра обеспечит бесперебойным газом население и предприятия центральных и заречных районов республики. Также в перспективе это позволит огромному количеству людей подключить свои дома к газу, а значит, жизнь тысяч якутян станет еще комфортнее, сообщил министр промышленности и геологии республики Максим Терещенко. Приятные новости из приполярного города. Новорожденный из Удачного стал 10-тысячным в Якутии в этом году. На сессии городского совета депутатов родителям юбиляра торжественно вручили серебряный харсхал и свидетельство, подписанное Еленой Волковой, главой Минтруда республики. В семье Даниловых это 4-й ребенок. Малыш появился на свет 1 октября. Родители назвали сына Айтал. Настоящий богатырь. При рождении мальчик весил более 4 килограммов. Просковья и Альберт живут в Удачном с 2009 года. Мама – главный человек в каждой судьбе. Скульптуру «Кормящая мать с ребенком» открыли в Якутске. У перинатального центра Республиканской клинической больницы появился мемориал, который создан для пропаганды здоровья и естественного вскармливания. Приурочили событие ко Всероссийскому дню матери, который отметят 28 ноября. Кроме того, в Якутии идет юбилейная 10-я неделя поддержки и поощрения грудного вскармливания. Прообразом скульптуры стала заслуженный врач Александра Кычкина. Сам мемориал держали в секрете. Впервые его увидели сегодня на торжественном открытии. Медицинское сообщество республики высоко оценило работу скульпторов, а также инициативы общественности по созданию такого памятника. Украшает его и фраза «Материнское молоко – основа здоровой жизни» на 3 языках – якутском, русском и английском. Мы сами знаем, когда грудное вскармливание ребенок сразу со дня рождения питается, ребенок будет здоровым, и иммунитет у него очень высокий бывает. Наша больница в 2012 году получила международное название «Больница доброжелателен детям». Это Всемирная организация здравоохранения. Приезжали к нам экспертизой, когда еще был родильный дом. Каждые 5 лет мы подтверждаем. Поэтому впервые это наша больница, наш роддом получил такое международное название.
Уже в это воскресенье Россия отметит День матери. Праздник был основан в 98-м и в этом году перешагнет свой 23-летний рубеж. Чествования матерей в стране начались. Старт поздравлениям положили в Москве. В постпредстве Якутии состоялся концерт с участием певицы Дарьи Лавровой и ансамбля скрипачей «Виртуозы Якутии». Мы с удовольствием подобрали программу, которая будет очень интересно слушать. Низкий поклон, преклонение перед любой матерью, особенно многодетной. Мелодии Паганини и Пабло де Сарасата украсили вечер. Эфир концертной программы вели также в онлайн-формате в соцсетях. Поэтому великолепной музыкой могла насладиться каждая представительница прекрасного пола. Мамам организаторы вручили букеты и пожелали, чтобы их глаза всегда сияли от счастья, а улыбка никогда не сходила с их лиц. Мамочками познакомились наяву, а то мы только через WhatsApp. Москва большая, никак не удавалось встретиться. Вот всем мамам крепкого-крепкого здоровья, чтобы их ценили, любили детки. Настолько на меня нахлынули чувства. Я вот действительно перед моими глазами встала моя мама. Прям за живое это все взяло, вот эта музыка, эта атмосфера. И, видимо, все-таки потому что посвящено этому дню. И так что концерт, конечно, очень понравился. Вообще очень понравилась организация. Идем далее. Первую выставку картин людей с проблемами зрения презентовали в Якутске участники данного проекта, незрячие разных возрастов. В картинах они отразили свое видение мира, каким его представляют, ощущают, выразили свои мысли, мечты, любовь и воспоминания. Валерия Наумова расскажет подробнее. «Я вижу сердцем» — это проект, где участниками являются незрячие люди разных возрастов и пола. В картинах они отразили свое видение мира, каким они его представляют, ощущают, свои мысли, мечты, любовь и воспоминания. Каждая картина заставляет переживать глубокие чувства, погружаясь во внутренний мир человека, который вынужден жить в беспросветной темноте. То есть это полное отражение их внутреннего мира. Эти картины говорят, что мы живем не только вот в мире, где видят, слышат, но и есть мир другой параллельно с нами. И этот проект именно нацелен на это, чтобы мы умели общаться друг с другом. Вот. 5 участников, 5 разных историй, 5 разных мечт, 5 разных картин. Один из участников проекта, Илья Смертин, с рождения не видит, но это не мешает ему выражать свои чувства красками на холсте. Еще в 2019 году ему предложили присоединиться к проекту, но пандемия внесла свои коррективы, и его пришлось перенести. И вот, спустя время Илья представил свою картину. Картина называется «Природа». Что я чувствовал? Некое облегчение, что вот эта вот картина, вдруг она вот получится вот лучше всех, вдруг это будет хорошая картина. Я вот думал, когда вот рисовал. Изюминкой открытия выставки стал концерт живой музыки, который проходил в формате полной темноты с использованием звуков гонга, ханга и хамуса. Как рассказали авторы проекта, это помогло полностью погрузиться в свои чувства и после увидеть картины под другим ракурсом, осознать ценность жизни и понять существование разных взглядов. Следует отметить, что у проекта амбициозные планы. Организаторы нацелены на то, чтобы вывести его на международный уровень в следующем году. И уже есть приглашение из Нью-Йорка. Потому что «Я вижу сердцем» призван обратить внимание не только на жизнь слепых и слабовидящих, но и на бессмертное искусство, позволяющее дотронуться к красоте нашего мира всем без исключения. Валерия Наумова, Иван Яковлев, Григорий Николаев, Якутск. Декада, посвященная Олонхо, стартовала в регионе. Пройдут круглые столы, опен-лекции, мастер-классы. В учреждениях культуры будут работать выставки. В Саха-академическом театре пройдут театральные спектакли. В целом, программа «Декады» очень насыщенная и продлится до 5 декабря. Также, как сообщил министр культуры региона Юрий Куприянов, работает комиссия по проведению в следующем году юбилейного Саха Олонхо в Верхневилюйском Улусе. Это мероприятие планируют провести на высоком организационном уровне с участием иностранных гостей.
Также в следующем году планируют поддержать дома культуры в районах республики. Одним из тоже главных событий продолжения развития исследований, достижений в сфере Олонхо у нас будет юбилейный ИСЭХ Олонхо в этом году, в 2022 году, вернее, в Верхневилюйском районе, куда мы решили в этом году для торжества, для события знаменательно пригласить шедевры ЮНЕСКО, те, которые у нас такие фестивали уже проводились. Я думаю, что это тоже поддержка в целом направления эпического наследия. Восточные танцы популярны среди линчан. Изучать традиции Востока посредством танцевальных техник не только увлекательно, но и полезно для здоровья и общего эмоционального состояния. Так считают воспитанники Центра доп. Образования СРГ, на базе которого проходят занятия. И что немаловажно, абсолютно бесплатно. Анна Кожевникова побывала на репетиции. Танец живота – один из самых популярных разновидностей восточной танцевальной культуры. Он вызывает ассоциации с мифами Востока, восточными красавицами. Его современная техника – это синтез европейского кабаре, цыганского танца гавази и арабских танцевальных традиций. Первое шоу с восточными танцами показано в Париже в 1889 году. В Египте исполнительниц танцев живота даже обязали платить налог, так как он несет значительный вклад в экономику страны. Ну а для ленских красавиц это увлекательный досуг. Я занимаюсь танцами 6 лет, мне очень нравится. Пошла я вместе с мамой, на самом деле, чтобы маму поддержать. И в итоге мама перестала заниматься, бросила. Я так и осталась. Мне очень нравится, это как отдушина для меня. Еще я сидела в декрете, 3 года я прям бежала на танцы, ждала, пока муж придет с работы, чтобы посидеть с ребенком, бежала. Основной костяк коллектива занимается с начала его образования. Так, Рима обучается искусству восточного танца уже 8 лет и считает это не только увлекательным занятием, но и полезным для здоровья как физического, так и психического. Так как я восточная женщина по национальности башкирка, то есть это меня привлекает. Красивая одежда, танцы, украшения. То есть вот видите, да, украшения я люблю с детства. Это у меня пошло. Мечта танцевать. 13 или 14 год. Я увидела объявление, что ведется набор. Вот Ольга Егоровна набирала в группу именно девчонок на танцы. Естественно, я тут же прибежала. Долгое время у коллектива не было своего зала, но вот уже 2 года Ольга Слепцова преподает в Центре дополнительного образования СРГ. Среди ее учениц женщины всех возрастов. Очень активными были дамы в возрасте 60+. Но из-за пандемии занятия приостановлены. Исполнительницы восточных танцев занимаются не просто для себя. Ну, выступаем мы в основном на концертах, корпоративы, получается, в узком кругу, вот какие-то эти тематические вечера. Мы сами собираемся, раньше концерты собирали, и выезжаем на конкурсы. Ну, это в город Мирный. Там первые места занимали, девчонки очень довольны. И, кстати говоря, все занятия проходят совершенно бесплатно, как и все услуги доп. Образования в СРГ для детей и взрослых. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.